Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады. І маім госцем сёння стаў, дзякуй вялікі, што далучыўся да нас, беларускі добраахвотнік, баец падраздзялення ТУР 225-го спецыяльнага штурмавога батальёна узброеных сіл Украіны з пазыўным Жерар. Жерар, прывітанне. Вітаю. Жерар, ты апублікаваў у сябе і перадаў нашим калегам з Белсата відэо танка под бел-чырвона-белым сцягам, які вось імчыць, як там пісалі адразу па зямлі Курскай вобласці, удзельнічае у гэтай курскай аперацыі ўзброеных сілаў Украіны. Потым, правда, пачаліся размовы про тое, што насамрэч это не ў Курскай вобласці, а дзесьці пад Сумамі ці яшчэ што-небудзь. Раскажы гісторыю вось гэтых здымкаў гэтай ўсёй сітуацыі і наколькі яна, вот як некаторыя казалі, была пастановачная ці не пастановачная гэта відэо было? Нет, ролик был абсолютно не постановочный. Это приграничный город, там до границы с Россией оставалось там в районе где-то 11 километров. Мы как раз ехали в сторону Курска для выполнения поставленных задач. Просто в приграничье со стороны Украины там очень много журналистов. Это журналисты, не скажу точно из какого издания, они просто обогнали наш танк. Там дорога одна, по которой мы ездим. Вот, они стали на эту дорогу, ну и засняли этот ролик. Потом этот ролик скинули там моему знакомому в Польше, и он уже переслал этот ролик мне. Ну, ролик, в принципе, неплохой был, и поэтому я его передал Белсату. По поводу постановы, нет, не было там никакой постановы. То, что там пишут, что чехол был одет на ствол танка, я вам скажу так. Если бы вы зашли на наш телеграм-канал, посмотрели наши ролики, именно непосредственно с Курска, вы поняли, почему чехол снимается только непосредственно перед самой стрельбой. Потому что пыли и грязи, пока доедешь, был бы полный ствол. Вот. Поэтому чехол снимается только перед самой стрельбой. По большей части наши задачи, которые мы выполняем, это эвакуирование подбитой и сломанной техники, эвакуирование трофейной техники, ну и, соответственно, ее ремонт. Мы в этой операции только один раз проводили именно огневую поддержку, использовали наш танчик как артиллерию. Вось, дарэчы, Жерар узгадаў про телеграм-канал Тура, так что ёсць спасылачка у апісанні да відэо на гэты телеграм-канал, так что, калі ласка, заходзьце, подписывайтеся і атрымлівайце навіны, як кажуць, з першых рук. Жерар, а вот тое, что сцяг бел-чырвона-белы, вот вы едете на заданне і узнялі бел-чырвона-белы сцяг, гэта такое пазёрства ці вот ці вы звычайна пастаянна гэта робіце кожны раз, як пераязджаеце з месца на месца? Вот як в этой ситуации было? Флаг этот мы снимаем уже когда переезжаем границу. Когда мы переезжаем границу, флаг снимается и ложится внутрь танка. По Украине, да, мы ездим с флагом для того, чтобы люди видели и знали о том, что, ну, можете даже называть это позерством, но мы хотим все-таки, чтобы про нас знали, чтобы про нас помнили, что есть белорусы, которые воюют на стороне Украины. Ввогуле, можа быть, першым мы паговорым про тое, што адбываецца, ну, ваше бачанне і тое, што пра што можна гаварыць у Курскай вобласці, тыя, можа быть, аперацыі, у якіх вы удзельнічаеце. Я б трошку ў гісторыю хацеў звярнуцца. Я памятаю, мы з вами, вы не першы раз у эфіры Еўрарады, але папярэдні раз, калі вы былі, мы з вами гаварылі пра каліноўцаў, вот пра тую сітуацыю, бо вы таксама былі ў свой час у палку Кастуся Каліноўскага. Зараз вы у Туры у 225 вот штурмавым батальёне. Але вот наколькі я ведаю, ад самага пачатку Тур гэта былі вы адзін. Як ствараўся? Так, в 225-м окремом штурмовом батальоне, когда я пришел туда, ну, не было даже названия, ну, то есть не было его. Начал заниматься своей работой в окремо-штурмовом батальоне 225-м. Не было направления механизированного, то есть там практически не было техники, этим никто не занимался, а если занимались, то, ну, скажем так, непрофессионально, на уровне, ну, любительства. Я начал заниматься этим, скажем, вопросом, так как у меня опыт по технике уже был довольно-таки большой.
Вот. Постепенно стали приходить люди, и белорусы, и мы решили сделать окремо подразделение. Вот. Наш командир батальона воспринял эту идею отлично. Вот. Ну и вот появился тур. Колькі зараз чалавек у вас? Но у нас Можа быть, население- не про батальон, но не про увесь подразделение, а белорусаў колькі у вас? Ну, вообще, как бы я не имею права говорить, какое количество у нас конкретно белорусов, но скажу так, что хотелось бы больше. Вот. Да, я понимаю, что многим мы людям отказываем, прошу прощения за это, но вы действительно поймите, что мы узконаправленное подразделение, мы занимаемся техникой. То есть у нас нету ни БПЛА, у нас, ну, в нашем конкретном подразделении ТУР нету ни БПЛА, нету на данный момент штурмовых групп. Ну, у нас узконаправленная, это только техника. Все ребята, которые присылали к нам запросы на вступление, там, штурмовики, там, ПЗРКшники, БПЛАшники, да, добро пожаловать к нам в окремо-штурмовой батальон, вы можете даже создавать свои отдельные подразделения. Наше командование приветствует это, поддерживает, и поддерживает очень хорошо. Если обратите внимание, в 225-м окремом штурмовом батальоне 4 есть окремых подразделения. Ну, мы не окремые, мы просто, скажем так, у подразделения, которого есть имя. Вот. Поэтому, если хотите быть БПЛАщиками, можете прийти к нам в 225-й окремо-штурмовой батальон, в роту БПЛА. У нас очень она мощная, сильная. Даже все БПЛАщики, которые считают себя, допустим, профессионалами, будет чему научиться у наших БПЛАщиков. У нас не только мавики, там, аутели и тому подобное, FPV-шки и тому подобное. У нас есть достаточно много больших крыльев. У нас есть кожаны, у нас есть лелеки, у нас есть шарк. То есть куда расти и обучаться у нас есть. То же самое касается и штурмовиков, ПЗРКшников, и ПТРКшников. У нас большой опыт, ребята постоянно развиваются. Вот, можете приходить к нам. Оформление достаточно быстрое. От момента подачи документов до получения военного билета 1,5-2 недели. Вот. Плюс еще когда вы заканчиваете контракт, военный билет остается с вами. То есть все социальный пакет, он остается с вами. После окончания службы вы имеете право на пенсию благодаря этому военнику. И также вы будете находиться в Украине с документами на руках. После оформления, после прохождения полугодовой службы у нас в окремо-штурмовом батальоне подается ходатайство на получение ПМЖ в Украине от нашей войсковой частины. Ну вот, Жерар, вот конкретно выступіў зараз як этот рэкруцёр такі вот Так, прарэкламаваў. Але калі конкретно про ваше подраздел, вот ты казаў тэхніка, что значит тэхніка, чым конкретно вы займаетеся? Мы занимаемся танками, БМП, БТРами, МТЛБ. Вот наше направление вот это. Ну, также и броневики. Ну, то есть я так разумею, что вы нават вытягиваете с поля боя, там, скажем, российскую тут подбитую технику, потом ее, как кажуть, оживляете и вводите в строй. Это наша основная работа. Это наше основное направление работы. А вот гэты танк бел-чырвона-белы, умоўна кажучы, ён же ж таксама мае такую гісторыю, наколькі я ведаю. Да, он тоже трофейный, он был затрофеен 225-м окремым штурмовым батальоном в Изюме. Так, вот ёсць у нас пытанні. Напрыклад, Вожык Патрыёт пытаецца, як расейцы рэагуюць на беларускіх добраахвотнікаў, бо Павук тэлефанаваў у Курск і яму не поверылі, што могуць быць такія небратэрскія беларусы. Вот я и хотел у тебя спытаться, Жерар. Вот вы заходите на Курскую область, ну, безумоўно, пакуль вы едете, где-то там спыняетесь, может быть, мясцовыми жыхарамі, там словом перакидываетесь. И калі даведываюць увогуле на украинское войско, якая реакция, а тым больш на белорусов у УСУ? Ну, честно скажу, вот
всех ребят, которые вот, с которыми я вот общаюсь, сотрудничаю, я имею в виду по ВСУ, они, скажем так, в восторге от того, что есть белорусы, которые воюют на стороне Украины. С гражданскими в России я разговаривал, но я им не говорил, что я белорус. Может быть, даже, кстати, и зря. Вот. Но я с ними общался, но они по большей части разговаривают такой на украинской тросянке, суржике, как говорится, в Украине. Вот. Поэтому они больше себя относят как-то к украинцам, чем к русским, хотя у них российские паспорта. Ну то гістарычныя украінскія землі. Так. То есть в прынцыпе вы там займаецеся тым, что, як это кажуць, аднаўляеце гістарычную справедливость. Честно скажу, такое чувство, что мы просто освобождаем захваченные территории. Вот, потому что те местные населения, с которыми мы общались, ну, никто не говорит там типа оккупанты, захватчики и тому подобное. Ага, вы ж там на танках с автоматами, скажи вам такое. Як там это рассказывал этот это самое Алавердинов гэты там ці як его там, что вы там в затылок расстреливаете ўсіх мясцовых жыхароў. Ну, говорить можно одно, а правда-то совсем другая. Таксама вось пытанне, ці маюць хлопцы інфармацыю, ці ёсць хто з ваяроў Лукашэнкі у Курскай вобласці? Вось сапраўды, ці даходзіла какая-нибудь інфармацыя, что там ёсць нейкія там? Было ИПСО, было такое ИПСО закинуто, что якобы есть какие-то белорусские подразделения, которые воюют на стороне России, которые там спецназ был приданы прямо с Беларуси по указу Лукашенко. Но эта информация не подтвердилась. Расскажи мне, калі вы даведаліся, что заходите на тэрыторыю России, я так разумею, что одна справа такая, ну как бы вызваляць украінскую тэрыторыю, гэта ну займаются сапраўднай справай, годнай справай ваяры. А тут ну нібыта как бы мало того, что ўжо на тэрыторыю варожай дзяржавы заходите, так яшчэ ж как бы ёсць, можа быть, з даўніх часоў такое: ой, гэта ж вот Россия, нападаем на Россию, на гэтага монстра. То есть быў нейкі там психалагічны нейкі, я не знаю, барьер, ступор, ці яшчэ что-нибудь, ці нічога не было? Если честно, я просто надеялся, что мы в сторону Беларуси ближе пойдем. Вот единственное, о чем я думал, что вот бы хотелось бы в сторону Беларуси ближе, чтобы пошли. Ну, только об этом думал. А взяли бы, я там гляжу, у вас там полувольница, взяли бы и трошку завернули танк. У нас нету полувольницы, у нас жесткая дисциплина, у нас военное командование, у нас, вот я, допустим, командир отделения, у меня есть звание, младший сержант, я подчиняюсь командиру взвода, также командир взвода подчиняется командиру роты. У нас нету вольницы, у нас мы воюем 24/7. У нас нету такого понятия, как скажем, сегодня воюем, завтра не воюем. Нет, мы все солдаты 24/7. Жерар, я гляжу навіны ва украінскіх тэлеграм-каналах, і тыя, хто дае нейкія вось сводку з інфармацыйную з перадавой з Курскай вобласці, посцяць інфармацыю, што вельмі шмат тэхнікі расійскай подбіваецца, застаецца там, шмат працы, вот шмат тэхнікі, сапраўды ёсць магчымасць выцягнуць, затрафеіць і паставіць на абарону Украины. Скажу так, работы моего подразделения очень много. Прям очень-очень много. Я так, мы с тобой говорили на початку, и ты вот такое сказал слово, ну, коли это можно говорить, про то, что нават техники более чем людей, хотелось бы вот... Да, на данный момент у нашего подразделения техники больше, чем людей. Это правда. И поэтому приглашаю всех к нам, кто хочет воевать на технике. Там, наводчиками, механиками, водителями, командирами экипажа. Мы обучим. У нас большая база для обучения. Ну, плюс еще ко всему, по прохождению обучения вы же и получите ВОЗы, военники, и должности, и звания.
Но гэта зараз вось ты звяртаешься найперш да тых і беларусаў і украінцаў, ну і іншых людзей, якія знаходзяцца ва ўкраіне, скажем, умоўны беларус, ну які ўвогуле как бы давай да вайсковай справы не мае адносінаў, але вось паслухае цябе, а ён жыве там, ну я не ведаю, Польшчы, у Германії, яшчэ дзе-небудзь і вырашыць, да, вот Жерар так еще добра прорэкламаваў, поеду я там да іх записываться у 225-ку. Гэта реально? Что для этого трэба зрабіць? Да ничего не надо, просто написать нам в чат-бот, переслать документы, мы оформляем документы на то, что он по военкомату будет проходить у нас воинскую службу, человек приезжает, проходит ВЛК, формируется по нему личное дело, и все передается в военкомат и получает военный билет. Вось, дарэчы, пра падтрымку. Я ў цябе пытаўся перад тым эфірам, ці ёсць у вас якія-небудзь актуальныя зборы, якія там, можа быць, варта было б падтрымаць, агучыць. Ты сказаў, што нічога няма, і вось цікава, чаму вы гэтым не займаецеся. І другое, вось глядач пад нікам Самавар піша: якім спосабам лепей падтрымліваць беларускіх ваяроў ва ўкраіне? Маю на ўвазе данаты, грашовыя пераводы ці што-небудзь яшчэ іншае. Ну, немножко неправда. У нас есть один сбор, правда, он уже давно висит. Это еще до формирования подразделения ТУР, отделения ТУР. Он висит у нас. Это когда мы только формировались, у нас были сложности, скажем так, не хватало ресурсов. Ну вот, мы открывали этот сбор. Но он по нынешнее время не закрыт, и он просто висит у нас, и все. Будет он закрыт, ну хорошо, не будет он закрыт, как бы, ну ничего страшного. Вот. Подтримливать надо тех, кто нуждается в этой помощи. Наше подразделение белорусское ТУР в 225-й окремом штурмовом батальоне сейчас помощи финансовой либо гуманитарной не потребует. Ну гэта выдатна. Дарэчы, наколькі ты сочыш за тымі навінамі, якія тычацца там беларускай супольнасці, беларускай дыаспары за межамі Украіны, там вот Польшчы, напрыклад, ці ведаеш ты пра тое, што Кабанчук, былы намеснік камандзіра палка Каліновска, стаў прадстаўніком у аб'яднаным пераходным кабінеце. Вот калі чуў, то як ты да гэтай навіны паставіўся? Первый раз от вас слышу. Ну вот он заменил Сахашчика. Сахашчик сышел, вот и он зараз на этой позиции. А что он будет делать на этой позиции? Налаживать контакты с белорусскими добраахвотниками, нейким чынам падтрымліваць, может быть, формовать некое там супольное бачанне далейших дзеянняў. Ну, я не знаю там его программу, там чем он собирается, планируется заниматься. Я при всем моем уважении, но Сахащик, по крайней мере, что-то пытался делать, и он делал. А как давно он уже вступил в эту должность? Да, яшчэ буквально толькі на мінулым тыдні яго там афіцыйна, так бы мовіць, координацыйная рада там ухвалила и все такое. Ну, то есть вот тыдні два, як все эта справа закрутилась. Ну, значит, надо подождать и посмотреть по результату его работы, чтобы комментировать что-то. В данный момент, когда человек только заступил на должность и не успел проявить себя на этой должности, говорить что-то про него, я думаю, нету смысла. Ну, я маю на увазе, вы ж таки знаёмыя былі, і ты ведаеш яго, ну, больш-менш ведаеш яго і як чалавека. Ну і калі я ведаю, напрыклад, чалавека, і одна моя рэакцыя можа быць, ведаючы яго, вот толькі прызначылі на эту пасаду, і там думаешь: о, хорошо, вот гэта как бы ён там паспрабуе нешта зрабіць. А можа быть такая: да вы шо, ребята. Ну, давайте так. Каждый человек заслуживает шанс. Если его избрали, значит, наверное, чем-то он своей программой кого-то заинтересовал. Давайте посмотрим, чем это все закончится. Так, облить говно мы всегда успеем.
Давайте дождемся результатов. Ну да, тут я гляжу апошнім часам, как это кажется, за белорусами в этом сенсе не ржавеет, так умеюць добра накинуть. Мадам пытается, а дзе знайсці той збор, киньте спасылочку на Еврорадио. Я так разумею, там дедам у телеграм-канале там ёсць это? Так, ёсць. Ну вось я тады попрошу яшчэ раз нашага СММщика, каб ён вот ёсць, падыміцеся вышэй трошечку у каментатарскай, там ёсць спасылка на телеграм-канала тура, і можна зайсці. Тур, я маю на увазе, это не прапагандыста, это вот подраздзяленне 225-й акрэмай штурмавой это самое батальона. Так что зайдите, поглядите, там ёсць спасылочка на гэты збор, калі ёсць жаданне, то можете долучиться. Дорога піша: прыемна бачыць прыгожага светлага беларускага ваяра. Дзякую усім беларускім добраахвотнікам за гераізм. Ці камунікуеце між сопку паміж рознымі подраздзяленнямі, ці ёсць сэнс аб'ядноўвацца ў адно? Ну вот это шмат размоваў про тое, что беларусы раскіданыя по розных подраздзяленнях. Хоть самое гучнае, это конечно там полк Каліноўска ці там беларускі добраахвотніцкі корпус, але яны конечно не ўсё. Шмат дзе вот які Жэрар у туры подраздзяленні. То есть вот, але ці ёсць сэнс, вот як ты думаешь, сабраць усіх беларусаў, якія зараз воююць ва Ўкраіне, у один, я не ведаю, полк, брыгаду? Если честно, я думаю, что не надо этого делать. То есть каждый должен быть на своем месте, каждый должен найти свое место, обучиться своей специальности, быть профессионалом в своей специальности. И я думаю, что каждый человек, который служит там в БДК, там в РДК, там в полку Костуся Калиновского, в ЗСУ, они занимают те места, где они могут, скажем так, обучиться, получить опыт, боевой опыт. Я думаю, что когда будет окно возможности там для освобождения Беларуси, мы объединимся и так, без объединения сейчас. У нас будет одна общая цель, собственно говоря, под которой мы и объединимся. Жэрар, будем все свои распри и объединимся. Жэрар, вот узгадываючы твае словы про тое, что калі вы пайшлі першы раз на Курскую область, ты вот как бы марыў, что вы трошечку у іншы бок, у бок Беларусі завернеце, і зараз твае словы. А як ты лічыш, вот шмат размоваў было там год, 2 гады таму про тое, что вот беларускія добраахвотнікі там войдуць, сілавы сцэнар, там Лукашенко нават перапуганы там рассказываў про Кобрынскі плацдарм, который вы там хочаце захапіць і гэтак далей. А наколькі вось сёння, гледзячы, паваяваўшы, пабачыўшы гэта ўсё, рэальна ты ацэньваеш такую магчымасць? Ну, у нас есть, скажем, совсем недавно был пример, который показал, что все возможно. Вспомним, давайте, поход Пригожина на Москву. Там было всего 12 танков, 4 БМП. Численность была 7 тысяч человек. И они почти дошли до Москвы. А что помешает, допустим, с таким же количеством до Беларуси дойти? Ну, где Россия, а где Беларусь? То есть я думаю, что нам и меньшего надо будет. Дарэчы, калі ўжо паказалі пра шлях па расійскай тэрыторыі, ось тыя салдаты расійскія, ну, як кажуць, звычайна гэта пераважна тэрміновай службы, вы з імі сутыкались, якая іх была рэакцыя, пра што яны казалі, калі траплялі ў палон, калі вот вы з імі размаўлялі? Ну, скажем так, что они очень рады были то, что они остались живы, потому что мы когда заходили в первые дни и брали вот военнопленных, этих срочников, они были уже измождены. То есть они там сидели в этих лесах, полях, вот, и за несколько дней там до начала операции их просто бросали там с еды, без воды. То есть это люди, которые уже были изнемождены. І вот такая была іх рэакцыя, то есть яны радаваліся, што патрапілі ў палон, ну і Они радовались, что они остались живы.
А як ты лічыш, вот ўсё ж таки я так разумею, что это звычайныя такія салдаты, ну вот як у беларускім войску тыя хлопцы, якіх забіраюць у 18 гадоў войска, то есть яны і мне это войска не трэба, не это вайна не трэба, не ўсё астатняе, то есть вот что за воины з іх? Честно, никакие. Это, подростки 18-23 года. Не все, конечно, но большинство, которые, скажем так, и воевать-то не хотят. У них нет желания воевать. Они вообще воспринимают эту войну, скажем так, ошибкой. Наколькі магчыма перацягнуць, ну я не ведаю, на свой не на свой бок, ну как бы схіліць до того, каб людзі супраціўляліся вайне. Я зараз скажу не толькі про расіян, можа і не столькі про расіян, колькі про беларусаў. Вот як вы, можа быть, там паміж сабой гаворыце, абмяркоўваеце, ці скіруе Лукашенко беларускае войска дапамагаць пуцінскім акупантам, і што тады? Я думаю, честно, я бы хотел, чтобы так произошло. Чему? Вот, это бы развязало тогда руки Украине, и мы могли бы спокойно уже входить в Беларусь. Вот. Но, зная Лукашенко, он на этот шаг никогда не пойдет. Он знает, что это для него будет последним его решением. То, что он пыжится там, кричит красные кнопки, 2, 3, да хоть 4 наступления с 4 сторон по картам его там, это как это сказать? Это попугай, который прыгает, кричит и пыжится. Вот. Больше ничего он не может сделать. Слухай, ну вот ты кажаш, что развязала б руки все ж таки Украине с одного боку, а с другого боку, то уяві сабе, вот этыя хлопцы, вот як зараз это расійскія срочники, а тут будуць беларускія. Но одна справа, калі б там які-небудзь ОМОН отправить, які, знаешь, привык студентаў і бабушек на акциях протеста разгонять. Одна справа, хай бы показал себе. А калі вот такие срочники, и вот вы на их, уже понюхавшие пороха и все остальное, не дрогнула б рука? Я вам скажу так, что я думаю, это все бы закончилось тем, что все, кто въехали в Украину, позвонили бы по телефону и сдались вместе с техникой, с оружием и перешли бы на нашу сторону. То есть как такого сражения бы не произошло. Добра, слухай, я ведаю, что так, каб мне не задать какое-нибудь глупое пытанне, як ты мяне папярэджваў, что не задавай глупых пытанняў, все ж таки что можно, тое, что ты бачыш, что адбываецца ў Курскай вобласці, то есть вот твоё бачанне ўсёй гэтай ситуации, там, ну я не ведаю, вот что можно сказать и что б ты хотел сказать с этой нагоды? Курская операция — это очень хорошо спланированная операция, которая успешно выполняются все поставленные задачи, которая принесла огромный уже положительный результат. Вот. И я очень рад, что острием всей этой операции был наш 225-й окремо-штурмовой батальон. Дякую вялікі. Ну вот тут вот піша нейкі Гера капслокам, відаць, думаю, что так больш пагрозліва гэта гучыць, это самое, выглядаюць яго допісы, і піша: приходите в РБ, вас ждет 3214, типа там загуглі. Мне не трэба гугліць, я ведаю, что такое 3214, як і Жерар, я думаю, ведае, что такое 3214. Так. Вот что б ты адказаў вот гэтаму запрашальшчыку? А уверен, что потянет? Но он уверен, что он потянет? Ну, капслоком пиша, видать, упэўнены. Если мы в гости придем, он уверен, что он потянет? Я думаю, что навряд ли. А сидя на диване где-то там в Беларуси и писать капслоком, да пожалуйста. Приезжай вон, увольняйся с белорусской армии, приезжай в Россию, подписывай контракт и добро пожаловать в российскую армию. Я думаю, тогда уже и встретимся.
Дзякуй вялікі. Жэрар, я ведаю, што справы ёсць. Што хацеў бы, можа быць, звярнуцца там да беларусаў, да украінцаў, да Дымсіл, да Кабанчука ці яшчэ да каго-небудзь? Што б хацеў сказаць, перадаць? Наверное, все просто. Сосредоточьтесь на своей задаче и выполняйте ее хорошо. Где бы вы ни занимали какую должность, вы должны свою работу выполнять качественно и профессионально. Тогда у нас все будет хорошо. Дзякуй вялікі. Пазыўны Жэрар, беларускі добраахвотнік з 225 спецыяльнага штурмавого батальёна ўзброеных сіл Украіны, падраздзяленне ТУР, быў з намі на сувязі. Дзякуй вялікі, Жэрар, і дзякуй за гэтыя выдатныя кадры. Ну, не ты іх здымаў, але Пераслаў і ввогуле как бы танк ваш, сцяг ваш, таму было вельмі прыемна чуць, прыемна бачыць. Дзякуй вялікі, што далучыўся. Слава Украіне, жыве Беларусь. Героям слава, живе вечно.